Доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период произошло 11 пожаров, погибших, пострадавших нет и крупных пожаров не было. Итого с нарастающим итогом с начала года 1061 пожар, гибель 18 на 19, травмировано 16 на 9, спасено 39 человек. Также проводилась рейды по жилому сектору, проверено 364 дома, протестировано 837 человек. Доклад закончил. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю инспекторским составом всего составлено протоколов об административных правонарушениях 10, проведено проверок планово 5, внепланово 6. Рассмотрено жалоб, заявлений граждан 12. Профилактических рейдов проведено 6. Также продолжается проверка двухэтажных жилых деревянных домов. За неделю всего проверено 45 жилых дома, проинструктировано 188 человек. Контроль дежурства на объектах елки главы. И продолжается проверка объектов с массовым пребыванием людей. Доклад закончил. Доброе утро, уважаемые участники совещания. До недели в городе Якутске всего зарегистрировано 16 сообщений о преступлениях, раскрыто 11. Из них тяжкие, особо тяжких 4, раскрыто 2. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 35. Это 1 изнасилование, 1 грабеж, 15 краж, 1 угон, 4 мошенничества и 13 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления 51. Из них ранее судимыми 23, женщинами 2, несовершеннолетними 4. Поступило сообщение о бедствии пропавших 3, в том числе несовершеннолетних 1. Установлено 6, 2 из которых объявлены были в течение недели, несовершеннолетних установлено 3, 1 из которых также был объявлен в течение недели. Объявлено в розыск преступников 8, из ранее объявленных установлено 5. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 6, суицидов 1. По системе видеонаблюдения «Безопасный город» выявлено 4 факта совершения административных правонарушений, раскрыто 3 преступления. План перехвата водился 1 раз, транспорт задержан. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 40 человек, на 22 декабря всего содержится 39. С ВСНП за неделю помещено 6 несовершеннолетних. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 10 человек, арестовано 8. Также закончили проведение первого этапа операции «Оптовик». На этой неделе начнется операция «Жилой сектор». Также приказом начальника управления личный состав переведен усиленный вариант несения службы. С 16 по 22 декабря на территории города Якутска было проведено 10 массовых мероприятий, 5 спортивных, 4 иных и 1 культурное, в которых приняло участие 4250 человек. На охрану общественного порядка было задействовано 31 сотрудник органов внутренних дел, 2 ОМОНа, итого 20 боевой резерв, ОМОН Росгвардии, ЧОП ГРОМ 39 человек, ЧОП Аудум 4 и добровольная народная дружина университет 65 человек. Доклад закончен. Доброе утро. Оперативная обстановка на обслуживание объекта транспортного комплекса Якутского гарнизона оставалась стабильной и находилась под контролем служб управления. Значит, за истекшую неделю зарегистрировано КСП 7 материалов, из них признаки состава преступлений 6. Все они раскрыты. Значит, также выявлено административное правонарушение 130. За нарушение правил поведения на транспорте 8. За нарушение правил миграционного законодательства 14. За совершение мелкого хулиганства 9. Значит, также наложено административных штрафов 38 тысяч, взыскано с учетом предыдущих 48. Значит, также в рамках проведения операции «Мигрант» выявлено 14 мигрантов, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, значит, по решению суда, которые были выдворены за пределы России. По докладу все.
Доброе утро, уважаемые участники совещания. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия. Из них 3 дорожно-транспортных происшествия, с пострадавшими в результате которых ранений получили 3 человек. Это одно столкновение, 1 наезд на пешехода и наезд на препятствие. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий выявлено 1176 правонарушений, из них в отношении нетрезвых водителей 18, на спецстоянку доставлено 18 автомашин, и по выявлению недостатков имущественной дорожной сети выдано 8 предписаний. По линии технического надзора к административной ответственности привлечено 6 должностных и 2 юридических лица. Это по итогам рейдовых мероприятий с 15 по 20. И по вопросу города Мирного. На сегодняшний день, по информации начальника отдела ГИБДД, всего 22 маршрутных автобуса, из них 3 автобуса выхлопные трубы, которые выведены наверх. Как объяснили, это оставшиеся автобусы с двигателями старого образца, которые еще 2015 года, когда еще было 15 автобусных маршрутов. Вот. И, то есть в 2015 году, когда технический регламент не запрещал нам выведение этих выхлопных труб, и, соответственно, все автобусы были еще оборудованы тогда еще. У меня вкратце все, доклад окончен. То есть сейчас у них такая же проблема, как у нас, да? Да, точно. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 43 проверки. По результатам проверок наложено 12 штрафов на сумму 284 тысячи рублей. 4 дела передано в суд. 21 материал проверки передан для принятия мер в Якутскую природоохранную прокуратуру. На прошлой неделе принимали участие в проведении годичного совещания Министерства охраны природы и также приняли участие в проведении семинара для юридических и индивидуальных предпринимателей и общественных инспекторов по нормам природоохранного законодательства. У меня все. Доброе утро. По заболеваемости корью общее количество заболевших составило 40 человек, в том числе 30 взрослых и 10 детей до 17 лет. В связи с существующей угрозой дальнейшего распространения кори среди населения республики издано постановление главного государственного санитарного врача по республике Саха-Якутия под номером 9 о мерах по ликвидации вспышки кори в республике Саха-Якутия, который является обязательным для исполнения. Руководителям образовательных организаций, социальных учреждений, объектов культуры, спорта, организаторам массовых мероприятий в городе Якутске, культурных, спортивных, образовательных, независимо от форм собственности, предновогодний и новогодний период при проведении на территории республики мероприятий, сопровождающихся скоплением народа, закрытых помещениях, обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи. Обеспечить допуск персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий, а также лиц, сопровождающих организованные коллективы, только при наличии прививок против кори. Не допускать на праздничные мероприятия детей, не имеющих прививок против кори, согласно национальному календарю профпрививок. Ограничить присутствие на детских праздниках взрослых, родителей, опекунов, сопровождающих и так далее. Обеспечить информирование граждан, участвующих в массовых мероприятиях, о необходимости иммунизации против кори в соответствии с национальным календарем профпрививок. Обеспечить иммунизацию против кори работников организации и обслуживающего персонала, привлеченных сотрудников, это театры, кинотеатры, торговые центры и так далее. Руководителям детских образовательных учреждений, в том числе дополнительного образования, независимо от форм собственности, в городе Якутске и в городском округе Жатай временно отстранить от посещения занятий детей, от работы сотрудников образовательных организаций, не имеющих прививок против кори, согласно национальному календарю. Руководителям высших и средних специальных учебных заведений, независимо от форм собственности, расположенных на территории города Якутска, временно отстранить от посещения занятий студентов, от работы сотрудников образовательных организаций, не имеющих прививок против кори. Руководителям социальных организаций с круглосуточным пребыванием людей временно отстранить от работы сотрудников, не имеющих прививок против кори, согласно национальному календарю. И обеспечить проведение двукратной иммунизации пациентам, находящихся в соцорганизациях с круглосуточным пребыванием, независимо от возраста, в сроки. Первая прививка декабря 2019 года, вторая прививка не позднее марта 2019 года. В
В республику в пятницу поступила вакцина против кори 14,5 тысяч доз. Создана дополнительная прививочная бригада для проведения почищающей иммунизации в выходные дни. В субботу в детской инфекционной клинической больнице перепрофилировано отделение для больных корью детей на 17 коек. Всего контактных лиц в очагах кори 7794 человека, из них привиты ранее 6328. На вечер воскресенья в ходе почищающей иммунизации против кори привито всего 5140 человек, в том числе 3253 детей и 1887 взрослых. Созданы и работают 52 прививочные бригады, из них 31 взрослых и 21 детских бригад. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За 4 дня прошлой недели в городе Якутске зарегистрировано 3132 случая. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 25% и ниже показателя 4 дней предыдущей недели. В городе Якутске в течение прошлой недели решения о частичном приостановлении учебного процесса принимались в 4 школах с количеством детей 194. Управлением Роспотребнадзора за прошлую неделю выдано 203 заключения по местам накопления твердых коммунальных отходов. Всего выдано 1485 заключений. И управлением за прошлую неделю рассмотрено 11 дел об административном правонарушении в отношении 1 гражданина, 5 должностных лиц, 4 индивидуальных предпринимателей и 1 юридического лица. Наложено 2 предупреждения и наложен административный штраф на общую сумму 47 тысяч рублей. Доклад окончен. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос к вам. По запрету продажи жевательных и сосательных смесей, содержащих никотин, какая работа у вас проводится? Ну, пока работы у нас не проведены в связи с тем, что в маркировке реализующие лица уходят от ответственности по нормативно-правовым актам, которые существуют на сегодняшний день. Если, например, там будет написано, что содержит табачную продукцию, тогда можно будет привлекать их к административной ответственности, либо там должно быть написано, что это вот именно пищевая продукция. Тогда только можно. А если этого не написано, то привлечь к административной ответственности на сегодняшний день невозможно. То есть поручение главы, вот, которое он подписал на прошлой неделе, оно невыполнимо, что ли, да? Ну, нужно выявлять и изучить маркировку продукции, и после этого только принимать решение о привлечении к административной ответственности. Ну, проверки-то будут у вас, нет, торговых точек? Ну да, у нас это такой вопрос стоит, что нужно проводить мероприятия, и на этой неделе начнем. Ясно. Ну так, к сведению, мы на прошлой неделе в пятницу получили письмо из Министерства предпринимательства. В письме Министерства предпринимательства, которое я отписала в Департамент предпринимательства, а также в административную комиссию, сказано о табачных смесях. О табачных смесях, то есть, действительно, проверки мы проводить будем, но тут действительно все зависит от маркировки, что там написано. Что написано. Так, правильно ли я понимаю, что у нас с вами сегодня, в числе контактных лиц более 1000 взрослых людей, да? Контактировавших с заболевшими, которые не были привиты и на сегодняшний день, вероятно, являются потенциальным источником опасности. Да, именно. Так, в этой связи, когда мы говорим о том, что, к сожалению, как мы и предупреждали осенью, в связи с повышением эпидемиологического порога мы вынуждены детей и взрослых, которые не привиты, в целях защиты их здоровья выводить, из учебных заведений, образовательных заведений, да? О каком количестве детей идет речь? 200 человек, 300? Количество контактных детей у нас Непривитых. Непривитых у нас
более 105 детей. Ну, Например, это было выявлено при проведении расследования. понятно. Вы не выясняли из этих 105 детей, сколько имеют медицинский отвод, а сколько просто не привиты по позиции родителей? Это все установлено, и я на данный момент не обладаю этой информацией. Будьте добры, дополнительно представьте мне, пожалуйста. Хорошо. Ну, в принципе, 105 детей могут дома посидеть немножко, так для них будет безопаснее, правильно? Так, с елками мы с вами разбирались. Значит, скажите, пожалуйста, Союз Авто, какие вы предпринимаете меры для проверки, значит, состояния здоровья водителей? Состояние здоровья водителей, получается, медик проверяет каждое утро каждого водителя. Ну, я немножко не так, видимо, выразилась относительно наличия у них прививок против кори. Ну, только если они сами скажут, есть прививка или нет. А так, по идее, как бы говорится, что планово пройдите, заставляет их проходить планово. Но я бы очень вам рекомендовала настоятельно, да, все-таки проверить, значит, сдать кровь водителей на наличие антител. Хорошо. Да, потому что мало кто из нас помнит, когда его прививали, во сколько лет его прививали, родители тоже уже забыли, поэтому лучше все-таки порекомендуйте своим водителям, конечно, это дело, скажем так, добровольное, да, порекомендуйте сдать кровь на антитела, и будет понятно. Если антитела присутствуют, соответственно, прививочку они получали, все работает, все нормально, ни для них, ни для людей, которые они перевозят, никакой опасности они не представляют, да? Прежде всего и для самих водителей в том числе. Другой разговор, что если антител нет, я правильно говорю? Если антител нет, то надо прививаться. Хорошо. Хорошо? Посоветуйте, разъяснительную работу надо проводить, чтобы люди понимали. Ничего страшного здесь нет. Я все точно сказала, не ошиблась нигде? Да, Сардалла Владимировна, тут хуже не будет. Лучше поставить, если информации нету по... Сообщите, пожалуйста, где можно проверить кровь на наличие антител. Ну, я вот знаю, медицинский институт ЦВФУ, например, такую услугу оказывает, да? Все поликлиники или еще где-то можно? Ну, во все поликлиники уже иммуноглобулины разнаряжены, и можно делать сейчас. Нет, ну это вы о прививках говорите, правильно? И о в том вакцинах? числе и иммуноглобулины тоже. Понятно. Ну, то есть во все поликлиники можно обратиться. Хорошо? Если нужна вам какая-то информация в отделе транспорта, запросите, через управление здравоохранения мы вам предоставим. Хорошо. Спасибо. Так, пожалуйста, административная комиссия. Доброе утро. На прошлой неделе составили протоколы автодорожного группы 6, Гагаринский 2, Губинский 1, Октябрьский 5, Промышленный 3, Сайсарский 12 и административная комиссия 15. Всего составлено 44 протокола, до этого составляли 29. Всего за год составили 1908 протоколов, в аналогичный период прошлого года 721. И составленных на той неделе по статье 3.5, то есть по нарушению тишины и покоя граждан, 26. По статье 6.25, то есть по нарушению правил уборки территории, 3. По статье 6.26, то есть по земляным работам 1.10, по выезду на лед 14. Всего составлено предписаний 31, из них в отношении управляющей компании 19, исполнено 32, всего за год вынесено 2871, из них исполнено 2826, в работе 45. У меня все. Спасибо большое. Ну, я смотрю, у вас исполнение растет, исполнение предписаний, это хорошо. Думаю, на конец года, в принципе, вы там примерно в 100% и выйдете. Спасибо большое. Так, управление муниципального контроля. Доброе утро. За отчетную неделю поступило в управление 77 обращений. По традиции больше всего обращений Департамента имущественно-земельных отношений. Направлено ответа 103. Исследовано за отчетную неделю 74 земельных участков. Из них обнаружено самовольное занятие 10, нецелевое 1, без нарушений 63. На сегодняшний день в правовой департамент передано 163 материала для подачи исковых заявлений в суд. По проверкам.
по 7.1 и 8.8 самовольное и нецелевое. За отчетную неделю проведено 4 плановых проверки, и из них 21 находится в работе. По самовольно занято выявлено 2, и нецелевое использование выявлено 2 земельных участка. И по Росреестру провели предновогоднюю сверку. Поступило дополнительно 18 решений с Росреестра. По 18 наложены штрафы на сумму 100 тысяч рублей за отчетную неделю. Итого за год мы предварительно выходим на 750 тысяч и ждем ответов от Росреестра на 16 административных дел. По 7.1 это самовольное занятие земельных участков и нецелевое 8.8. Ну, кратко все. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, значит, смотрите, что у нас основная работа к концу года, которая проделана финансово-экономическим блоком совместно с правовым департаментом. Конечно, здесь следовало и следует поблагодарить прокуратуру Республики Саха-Якутия, прокуратуру города Якутска, которая, значит, в рамках своей деятельности по надзору за исполнением законодательства, значит, поддержала несколько позиций окружной администрации города Якутска. Ну, во-первых, мы получили разъяснение прокуратуры республики относительно, значит, финансирования аварийно-восстановительных работ в многоквартирных домах в результате аварий либо чрезвычайных происшествий, значит, ситуаций. Здесь позиция прокуратуры сходится с нашей, что, значит, повреждения, произошедшие в результате аварии ЛЧС, должны, значит, полностью восстанавливаться за счет регионального фонда капитального ремонта. При этом орган местного самоуправления в течение 10 дней должен сдать региональному оператору все документы с подтверждающими, значит, материалами. Это очень хорошо. Пусть, может быть, суммы и небольшие, но особенно территориальные органы управления, службы эксплуатации городского хозяйства, УГЧС, вы должны это принимать во внимание. Этот документ я вам сегодня всем разошлю. Второе. Значит, прокуратура республики поддержана позицией окружной администрации в части финансирования заработной платы прочих работников детских дошкольных учреждений. Вы помните, эта полемика, значит, продолжалась не 1 год, еще и мои предшественники этим занимались. И вот, значит, мы получили разъяснение прокуратуры о том, что, значит, прочая заработная плата, зарплата прочих работников детских дошкольных учреждений должна финансироваться из республиканского бюджета. В этой связи поручение финансово-экономическому блоку и правовому департаменту отработать, чтобы начисления и расчеты шли с 1 января 2020 года. Потому что сейчас правительство будет менять свое постановление соответствующее, но я боюсь, что этот процесс может затянуться, а мы с вами, в общем, очень нуждаемся в этих деньгах. Приблизительная сумма, которую город Якутск в этой связи должен получить с вышестоящего бюджета, порядка 300 миллионов рублей. Но вы знаете, как только эта сумма нами будет получена, 300 миллионов рублей, значит, высвободятся те деньги, которые мы предусмотрели на эти цели в своем местном бюджете. Тогда, как мы предварительно и разговаривали, Альберт Никандрович, 210 миллионов рублей будет направлено на первый этап переселения 17-го квартала. Это для нас принципиально важный вопрос. 210 миллионов мы направим на первый этап переселения 17-го квартала, как только мы получим эти деньги. Далее. Значит, те договоренности, которые у нас были с водоканалом в части, значит, перечисления им денег для того, чтобы они могли полноценно реализовывать свою инвестиционную программу в городе Якутске, это 50 миллионов рублей. То, о чем мы говорили, значит, как только мы получим эти деньги, водоканалу необходимо будет перечислить, тем более на сегодняшний день у нас там есть вопросы по водоснабжению Мархи и Магана, которые исключены из инвестиционной программы. Надеемся, что в связи с получением этих денег инвестпрограмма в части водоснабжения Мархи и Магана, она будет, значит, исправлена. Далее. Значит, 15 миллионов рублей нам необходимо будет направить на программу «Светлая столица». На сегодняшний день в программе у нас заложено порядка 20 миллионов рублей на светлую столицу. Этого недостаточно, конечно, для нас с вами. Это порядка только 400 опор. Максим Николаевич, я не ошибаюсь, правильно говорю?
Да, еще добавим хотя бы 15 миллионов для начала, для того, чтобы, значит, охватить как можно больше районов города Якутска неосвещенных. Далее, прошу, значит, из этих денег предусмотреть, что мы, как только получим, 5 миллионов должны будем направить на программу «Безопасный город» в части установки дополнительных видеокамер. Для чего мы это с вами делаем, и «Светлая столица», и видеокамеры? Значит, по проведенному социологическому опросу около 60% жителей города Якутска не чувствуют себя в безопасности. Поэтому эти мероприятия мы должны провести в первую очередь. Далее, 20 миллионов рублей нам необходимо будет направить дополнительно на капитальный ремонт школ. Прежде всего, школа номер 1. Я понимаю, что по 15-й школе стоит вопрос об укреплении фундаментов, но там ситуация не такая критичная, как в школе номер 1. Поэтому в первую очередь давайте посмотрим школу номер 1. Значит, я для чего озвучиваю эти наши предстоящие расходы? Для того, чтобы и финансово-экономический блок, и правовой департамент, и все, кто в этом процессе будет принимать участие, понимали, для чего нам нужны эти деньги, порядка 300 миллионов рублей, в начале года, а не к 1 сентября 2020 года. Хорошо? Далее. Значит, также прокуратурой, природоохранной прокуратурой республики поддержана позиция города Якутска в части того, что региональный оператор должен вывозить мусор с твердые коммунальные отходы с неблагоустроенного жилого фонда. Это принципиально, и это для нас важно. Другой разговор, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства совместно с СГХ, территориальными органами управления, управляющими компаниями должны, значит, организовать санитарные точки таким образом, чтобы обеспечить людям раздельный сбор мусора. Ну, для начала хотя бы жидких бытовых отходов отдельно, твердых коммунальных отходов отдельно. Значит, на 2020 год на приобретение контейнеров у нас заложено, по-моему, порядка 5 миллионов рублей. Да, значит, давайте мы будем разговаривать с управляющими компаниями, чтобы они сейчас как можно быстрее начали ставить контейнеры в неблагоустроенном жилом фонде за свой счет с последующей компенсацией из бюджета в 2020 году. Ну, уже как бы в первом квартале. Дальше. Следующий вопрос, который мы будем ставить и над которым нам надо очень серьезно всем вместе поработать, это субвенции. Вы знаете, что с регионального уровня, то есть с республиканского уровня и с федерального уровня городу Якутску, равно как и другим муниципалитетам, переданы государственные полномочия. То есть сверху вниз переданы государственные полномочия, их более 40. Их более 40, значит, субвенции по ним из года в год уменьшаются. Субвенции по ним из года в год уменьшаются, то есть мы повторяем еще раз. Например, на содержание собак, если в самом начале было предусмотрено 12 миллионов рублей, то сейчас на 2019 год это составило 5,7 миллионов рублей, то есть вы видите это уменьшение почти в 2 раза. Значит, на следующий год нам 1 700 000 добавили, но это не решает глобальную задачу, которая будет поставлена с 1 января 2020 года. На ближайшей сессии данный вопрос рассмотрен не будет, в связи с тем, что у нас имеется, значит, заключение прокуратуры города Якутска, и оно обоснованное, и мы его принимаем, и оно правильное, в котором говорится о том, что до тех пор, пока в республике не приняты соответствующие постановления правительства, значит, причин для прокурорского реагирования нет. Так? В данный момент 2 этих постановления находятся на согласовании в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Так, Дина Олеговна? Значит, наша задача сегодня до конца дня это постановление изучить, выпустить от нас, чтобы мы с вами не стали причиной задержки подписания постановления правительства. И как только это постановление правительства будет подписано и обязанности муниципалитетов будут прописаны, соответственно, у прокуратуры появляется возможность проанализировать принятый документ с учетом тех финансовых обязательств, которые будут ложиться на муниципалитет, в данном случае город Якутск. Вот такая последовательность. То есть мы вернемся к тому вопросу, о котором я говорю, об обращении с безнадзорными животными, после того, как будут подписаны указанные постановления. На сегодняшний день, значит, комиссией, рабочей группой, которая создана на уровне правительства, предлагается пункт передержки животных оформить как приют. Но так не пойдет, потому что существующий ППЖ, он никак не подходит под приют. Начнем с того, что там у нас всего сколько? 120 мест или 150? 120 мест и на собак, и на кошек.
Так? Тогда как пункт передержки животных – это совершенно другое учреждение, другое место, где, в принципе, вы же знаете, схема сейчас будет обращения какая? Это отлов, значит, стерилизация, вакцинация и выпуск в естественную среду обитания. Между стерилизацией, вакцинацией и выпуском должно пройти минимум 10 дней, если это собака с хорошим иммунитетом. Поэтому повторюсь еще раз, значит, тут гадалки не ходи, муниципалитет не справится с поставленной задачей, переданными сверху полномочиями на существующие деньги, даже с учетом увеличения. Расчетная цена на 2020 год сколько? 230 миллионов вы посчитали, да? 230 миллионов расчетная цена на отлов скольки животных вы посчитали? Всего 4,5 тысячи вы посчитали, и то получилось 230 миллионов. Тогда как у нас безнадзорных животных в городе Якутске более 10 тысяч. Более 10 тысяч. Поэтому ни 7 тысяч, ни 8 тысяч, ни 7 тысяч, ни 8 миллионов, ни 10 миллионов эту проблему не решат. Таким образом, мы к этому разговору еще вернемся. Следующая наша с вами задача, если мы говорим вообще о субвенциях, на сегодняшний день мы разослали так называемые письма счастья во многие министерства и ведомства относительно того, что в принципе не хватает денег на переданные полномочия. Не хватает денег на государственные полномочия по охране труда, не хватает на прочие вещи. Там 9 миллионов, здесь 8 миллионов. И таким образом получается, что муниципалитет на сегодняшний день, значит, за счет собственных доходов должен выполнять государственные полномочия. В этой связи, Альберт Никандрович, прошу депутатов нас в этой работе поддержать, потому что собственных доходов города Якутска увеличение пойдет только за счет неналоговых, это отдельная тема для разговора, но по переданным государственным полномочиям наша с вами позиция должна быть единой. Следующее. Мы с вами говорим о выпадающих доходах местного бюджета на 2020 год. Это связано в связи с понижением ставки на УСН. Да, это очень хорошая мера, которая принята правительством республики и Государственным собранием ЛТУМН, и она здорово поддержит предпринимателей, субъекты малого и среднего бизнеса. Мы, в принципе, это поддерживаем, это правильно, это хорошо. Но вместе с тем, поскольку бюджет у нас был принят трехлетний, за 2019 год нам выпадающие доходы компенсируют, за 2020 и 2021 год вопрос остается подвешенным. И это тоже порядка 300 миллионов рублей. И поэтому в этом направлении прошу правовой департамент и финансово-экономический блок также работу усилить. Вот эти вот три момента должны, собственно, то недофинансирование, которое на сегодняшний день мы имеем, значит, неким образом подправить. Ну и плюс, повторюсь, следующий крупный блок вопросов – это повышение неналоговых доходов. Это уже наша с вами работа, работа земельщиков, имущественников и всех, кто занимается пополнением городского бюджета. Потому что мы не можем рассчитывать сейчас на повышение налогов, мы не можем ни в коем случае говорить о повышении земельных ставок там и так далее. Это неправильно. Поэтому за счет инвентаризации и более тщательной внутренней работы мы с вами должны увеличивать вот вторую часть. Так, дальше. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. В период с 16 по 20 декабря проделана следующая работа. Оказание муниципальной услуги по выдаче ордеров на земляные работы 15 штук. Проведена работа по организации торжественного заседания, посвященного ко Дню энергетика, который пройдет сегодня, 23 декабря. Орготделом направлены квоты по управам. Прошу отправить согласно квоте людей. Составлен свод по реестру мест накопления ТКО. Реестр утвержден и размещен на официальном сайте окружной администрации. Издан приказ от 18 декабря номер 32 об усилении работ по приведению в соответствии баланса воды в программном продукте ЕАЗ ЖКУ «Дом онлайн», выявление недоработок при формировании протоколов, ежедневная проверка и анализ выгружаемых данных по факту прохождения протоколов баланса воды, своевременное решение устранения ошибок со всеми участниками коммунального комплекса. Состоялись рабочие комиссии по оказанию единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан по газификации индивидуальных жилых домов. Комиссия принято решение оказать 12 малоимущим гражданам материальную помощь.
18 декабря по результатам протокола заседания комиссии по предупреждению о ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Якутск от 2 декабря Министерством ЖКХ и энергетики принято решение не применять пункт 2.8.11.7 порядка предоставления субсидий организациям, утвержденным организациям коммунального комплекса в связи со сложившейся ситуацией вывоза жидких бытовых отходов на территории города Якутска муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис». 20 декабря агентство субсидий перечислило Жилкомсервису субсидию. В целом, коротко так. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, садитесь. СГХ. Доброе утро, уважаемые коллеги. На сегодня у нас полностью завершены строительно-монтажные работы по газификации участков, выделенных многодетным семьям в селе Хатасы. На этой неделе будем сдавать объект в Госжилнадзор. По микрорайону Северный у нас есть недоделки. На этой неделе будем рассматривать варианты расторжения контракта в одностороннем порядке. Также в четверг состоялось совещание с заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия по исполнению регулирования численности безнадзорных животных на 2020 год. Многие муниципальные образования выразили свою неготовность к исполнению переданных полномочий, а также желание отказаться. Вы знаете, на прошлой неделе состоялось заседание постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению, где отклонили проект нормативно-правового акта об отказе от переданных полномочий. На сегодняшний день Жилкомсервис, вы знаете, технически и финансово не готов к исполнению полномочий. Кроме того, правительством республики не разработаны соответствующие нормативно-правовые акты и не пересмотрены нормативы стоимости. Также не определены источники финансирования. В связи с чем считаем необходимым рассмотреть возможность проработать правовому департаменту вопрос отказа от полномочий в судебном порядке, как это говорится в письме прокуратуры. Также у нас проводится внеплановая проверка управлением Госжилнадзора в отношении окружной администрации города Якутска по факту незаполнения форм ГИС ЖКХ в части технических характеристик многоквартирных домов. В связи с чем прошу всем ответственным лицам территориальных органов управления в срок до 20 января внести соответствующие сведения в ГИС ЖКХ. Кратко у меня все. Так, хорошо, действительно, повторюсь, как только постановление правительства республики по обращению с безнадзорными животными оба будут подписаны, соответственно, мы сразу обращаемся в суд. Потому что с 1 января эти собаки, вот я не знаю просто, как это все будет происходить. Затянули уже до безобразия. Так, ладно, садитесь. Департамент градостроительства. Всем доброе утро. На прошлой неделе департамент отработал в плановом режиме. У нас состоялось рассмотрение представления прокуратуры по проблемному объекту о агентстве «Доступное жилье», по итогам которой принято решение о выдаче разрешения на строительство на основе заявлений 2014 года. Проведено у нас рабочее совещание по вопросу обеспечения проезда к дому по адресу Рдзинского, 24/2. Предварительно принято решение о том, что необходимо освободить проезд путем убрать там захват земельного участка. Таким образом, проезд обеспечить к данному дому. У нас начата проверка у ГСЖ. По какому адресу еще раз? Рдзинского, 24/2. Так, что вы будете там сносить? Там обнаружился самозахват земельного участка, надо будет его освободить. Ну, то есть привести. Управление муниципального контроля в курсе? Пока нет, да? Пока нет. Пока без них. Так. И в таком случае проезд можно расширить, да? На всем участке до дома? Да. Ну, посмотрим там, как получится в итоге. Предварительно такое принято решение. А следом мы должны будем им дорогу, да? Анна Николаевна, на контроль, пожалуйста, возьмите, надо это сделать очень быстро. Там очень большая проблема с проездом машин, скорые там и прочие вещи. Там еще стройка рядом началась, так вообще там уже пробки. Хорошо, хорошо, ладно. По Короленко 25, что у вас там? Ну, поступило заявление на отклонение от предельных параметров по данному объекту. В итоге был направлен отказ в связи с тем, что обратилось ненадлежащее лицо. Ну, там... Да что там у них за юристы-то такие? Ждем на этой неделе. Посмотрим. Следите. Конечно, хотелось бы в этом году эту историю закончить. Не получится? То есть в этом году люди свидетельства о регистрации права собственности, к сожалению, не получат. Планово не получится. Так, а дальше что он будет делать?
Значит, ну, предположим, он поймет, как надо писать заявление, значит, сдаст правильное заявление застройщик, да, Ну, предположим... будут назначены публичные слушания, рассмотрен этот Сколько вопрос. дней? 14? Ну, плану общий регламентный срок по 35-40 дней. Потом? Потом уже подается на разрешение на строительство. Повторно. Потом он будет подаваться? Да. В случае положительного решения? Да. У нас есть вопрос, Дина Михайловна, то, что вот, экспертиза МЧС нужна же нам еще. Да. Да, там, то есть не только мы вовлечены в этот процесс. Экспертиза МЧС. Да, потому что ну, отдельно можем пояснить, что там происходит. Ну, понятно. Хотелось бы, чтобы поясняли здесь, потому что мы с вами в прямом эфире слушают, в том числе жители Короленко 25, чтобы люди понимали, какая ведется работа, какие есть трудности. Да. Потому то есть, что... Да. Ну, относительно трудностей это сейчас отклоняется застройщик с учетом того, что вот 17 этаж признать жилым. Но тут возникает вопрос, готова ли наша МЧС на вот, принятие этого. То есть мы-то можем в односторонне, неправильно будет. Хорошо, хорошо, поняла. Так, дальше. Департамент жилищных отношений. Доброе утро. За прошедшую неделю в департамент поступило 199 обращений, было направлено 257 ответов, принято и проконсультировано 354 граждан. Совершено 58 обследований жилых помещений, проведено 4 комиссии, в том числе по переселению граждан, по переводу жилых помещений и по аварийным жилым домам и по целевым программам. Также проведена работа комиссии по приемке жилых помещений для детей-сирот и для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда. Всего осмотрено 176 жилых помещений. В каком они состоянии? Ну, жилые помещения мы осматривали, которые в новых построенных домах, а также приобретенных на вторичном рынке для детей-сирот. Ну, я помню состояние домов на той же Воинской, например, когда принимали там в 2018 или каком году. Состояние хорошее, есть мелкие замечания, которые будут устранены в ближайшие дни. Вот. Также на сегодняшний день у нас завершена программа по обеспечению жильем молодых семей. 87 молодых семей в этом году улучшили свои жилищные условия. Ну, вкратце все. Так, хорошо, садитесь. Садитесь. Управление образования. Сначала ситуация по Коре, потом все остальное. Так, по ситуации по Коре у нас мы отработали по елке главы, то есть с каждым ребенком, и провели совещание с руководителями образовательных организаций, то есть уведомили постановление санэпиднадзора и отработали по спискам детей и работников, которые имеют, не имеют прививок или там методводы имеют. Так, и работники, и родители с пониманием относятся к ситуации, почему их детишки сейчас отстраняются от учебного процесса? Что это в первую очередь в целях защиты здоровья этих непривитых детей? С пониманием относятся, но вот так как количество детей достаточно большое. Ну, 105 человек сказали, разве что это много по городу? Ну, кроме этого, есть данные, что это, по нашим данным, неподтвержденным, это порядка 1000 детей, больше 1000 детей. Кто из вас искажает тогда статистику? Так, управление здравоохранения, вы тогда, пожалуйста, на своем уровне посмотрите, о каких цифрах идет речь. Если у нас 1000 детей непривитых, то это как бы другая история совсем, это не 105 детишек. У вас есть данные, да, пожалуйста? Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле все эти данные были получены из медицинских учреждений, наших медицинских организаций. Да. Но другое дело, что некоторые мамочки даже не могут знать, от чего они в свое время получили по календарю какие прививки. Потому что у нас комбинированные идут прививки. И они некоторые могут не понимать, что они получили от кори или от кого-то чего еще.
Вот. Но наши данные, они А что, достоверные, нету, что ли, потому что у них это этих, статистика медицинская, она ведется очень строго. Так, а обычно же бывает в карточках есть отметки, Да, конечно. либо же есть эти, как эти книжки-то Ну, называются? я предполагаю, Паспорта на здоровья самом или деле, как? что, опрашивая родителей, ну, они не, ну, образованцы не требуют эти сертификаты, я так понимаю. Сертификаты? Да. У каждого ребенка есть сертификат прививок. Ну, Вот они должны представить именно документальное подтверждение, что они получили или не получили. ну. Да. У нас в статистике они все привитые, вот эти дети. Так, Но мы выясним, все равно будем еще раз проверять. Да, надо выяснить, потому Да. что это одно Это дело. серьезный если- вопрос на самом деле, конечно. Ну вот видите, выясняются какие недостатки в учете. Ну ясно, ладно, хорошо, садитесь. Садитесь, пожалуйста. Так, Евгений Николаевич. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз, значит, строительный блок на прошлой неделе отработал в штатном режиме. Значит, у нас состоялись и подписаны 2 аукциона по социальным объектам Толстого и Кангаласы. Значит, по БКАДу мы введены на сегодняшний день 17 объектов в эталоне, на этой неделе будем все 19. Значит, ну, в штатном режиме работаем, значит, да, 2 моста осталось. По оплате у нас, к концу года мы выйдем на небольшое, значит, неосвоение в связи с переносом части работ по контрактам по объективным причинам. Говорите четче, то есть те работы, которые вы не приняли, Да. они оплачиваться не будут. Да. Да? В следующем году подрядчик должен все исправить, все сделать заново, и только после этого он получит оплату. Так точно. Поэтому на конец года у нас будет неосвоение Есть по значит, некоторым видам работ. Да. И это правильно, и это наша принципиальная позиция. Это наша принципиальная позиция. Халтуру мы оплачивать не будем. Да. Все, ясно. Так. В целом нету больше вопросов для общего обсуждения. Хорошо, спасибо. Максим Макарович. Ну, на этой неделе мы завершаем подготовку к внесению документов в городскую думу, в президиум. Все комиссии состоялись, рассмотрели и рекомендовали внести бюджет 2020 года в президиум. В принципе, просьба у меня к ГРБСам еще раз отработать те вопросы, которые на комиссиях поднимались, по которым необходимо давать разъяснения. Возможно, на слушаниях они тоже, на депутатской сессии они тоже повторятся. В целом у меня все. Доброе утро, уважаемые коллеги. Остались считанные дни уходящего 2019 года, впереди новогодние праздники, но последняя рабочая неделя будет насыщенной и ответственной. Напоминаю, что 12-я очередная сессия Якутской городской думы состоится в среду 25 декабря в 10 часов в Большом зале. Все сессионные вопросы рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий на прошлой неделе и по итогам которых на заседание президиума внесено 15 вопросов. Заседание президиума состоится сегодня в Малом зале в 15 часов. Также сегодня в 17:30 здесь, в Большом зале, будут подведены итоги правовых инициатив Якутской городской думы и состоится награждение победителей. Вчера на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина состоялся финал ежегодного городского конкурса профессионального мастерства на Кубок Якутской городской думы. В этом году конкурс проходил по направлению информационной технологии. В конкурсе приняли участие 11 команд по 5 человек, и в финал вышли 8 команд. Победителем и обладателем Кубка Якутской городской думы стала команда Хакнова с презентацией мобильного приложения «Мой округ». Членам жюри понравилась идея создания единого справочного продукта, из которого любой житель города Якутска может узнать, кто у него участковый врач, часы приема, какая школа, как записать ребенка, кто депутат. Будет возможность обратиться к своему депутату с вопросами, кто участковый полицейский, контактные данные, какая управляющая компания обслуживает его дом, ну и так далее. Я с удовольствием констатирую, что у нас очень талантливая, прогрессивная молодежь. Прошу окружную администрацию оказать поддержку победителям конкурса профессионального мастерства. Спасибо за внимание. Всем удачной рабочей недели.
Так, уважаемые коллеги, но вы услышали, что у нас, значит, основное мероприятие этой недели – это сессия Якутской городской думы, на которой должен быть во втором и окончательном чтении принят бюджет города Якутска, основной финансовый документ на 2020 год и плановые следующие года. Значит, всем ГРБС еще раз подготовиться по всем своим цифрам. Дальше. Мы находимся сейчас в периоде новогодних елок, поэтому просьба всем, значит, подразделениям, которые в этом задействованы, территориальным органам управления, в первую очередь обеспечить безопасность детей. Во-вторых, деревянный жилой фонд, частный сектор, усилить мероприятия по пожарной безопасности, объяснению. Значит, «Эхо столицы», Кингород, пожалуйста, соответствующие материалы, департамент СМИ, значит, необходимо везде разместить. Людям еще раз напомнить о том, что электроприборами нужно пользоваться аккуратно. Значит, мы завершаем финансовый год, поэтому на этой неделе мы завершаем все финансовые операции, закрываем все договоры, подписываем все акты, но это не значит, что вы должны подписать все, абы как, абы что, лишь бы оплатить. Еще раз повторяю, вы все должны помнить о своей ответственности и о том, что, ставя подпись под определенным финансовым документом, вы берете всю полноту ответственности на себя. Поэтому с пониманием и с большой ответственностью отнеситесь к завершению финансового года. Значит, на этой неделе просьба, Евгений Николаевич, проверить все маршрутные автобусы еще раз на предмет соблюдения графика движения в преддверии новогодних праздников. И также предупреждаю о том, что произведены единичные замеры в салоне автобусов, которые показали температуру 12 градусов. Ниже 12 градусов. Это недопустимо. Мы с вами договаривались о том, что вы будете утеплять салоны. Соответствующее разрешение от Государственной инспекции безопасности дорожного движения у нас также есть. Поэтому просьба, значит, обратить особенное внимание на утепление салонов. Далее. Значит, для всех присутствующих вы услышали информацию ГИБДД о конструкции, значит, выхлопных труб. Просьба пояснить всем о том, что то, что нам говорили, что в Мирном это все решили трубы вверх, не соответствует действительности. Осталось 3 автобуса, значит, со старыми двигателями, моделями двигателей, когда это было возможно. То есть сейчас у них проблема такая же, как у нас. Выхлопные трубы вниз. К сожалению, пока никакого решения другого мы найти не можем. Так? Так, поэтому, значит, просьба еще раз ГРБСам всем подготовиться, финансовый год завершать очень аккуратно. Спасибо большое, удачной недели всем.